Добрый вечер, дорогие друзья! Встречаем нашу Татьяну Варфоломееву, руководителя Ütükehennen. финансовой организации, активом более 3,5 миллиарда рублей, а также культуролога, эксперта по работе подсознанием и руководителя Центра развития человека. Сегодня мы поговорим с вами на тему по сфере финансовая независимость. У нас будет только 3 вопроса. Это будут вопросы именно что мешает 90% людей именно России прийти к финансовой независимости, в чем настоящая причина денежных проблем, а также с каким простым шагом, да, доступных для простого человека начать финансовую грамотность. Татьяной мы познакомились уже несколько лет, и особенно в прошлом году у меня вот такой был щелчок, когда я посетила ее мастер-класс по финансовой грамотности. В то время я только-только начинала свою онлайн-школу, переходила на другой уровень пассивного дохода, а также по бизнесу MasterKit. Ну, из обычной индивидуальной предпринимателя я уже перешла более другой уровень. Да? И, конечно, когда человек начинает развиваться по-серьезному и смотреть масштабно, тогда без эксперта в этом деле не, ну, без помощи эксперта не пройти легко. Мы будем говорить про это. Даю слово нашей Татьяне. Добрый вечер, дорогие участники эфира. Ütükehennen. Приносим извинения, что вчера у нас сбои были со связью. Будем надеяться на сегодня, что все хорошо пройдет. Мен мечияни Америкаттан билебин, истебин, он поражаюсь, восхищаюсь. Я вчера про это говорила, да? Ее многогранности, ее талантам и способностям. Как один человек может настолько быть ярким, настолько заинтересованным в жизни, да, вот любить жизнь настолько, чтобы проявляться прямо в таком спектре. Ну, уникальная личность Мечея Толкой. Мы все про это знаем, и поэтому вы здесь. Ее благодарные клиенты, подписчики. Ну, давайте перейдем непосредственно к нашей теме. Я постараюсь рассказать такую кажущуюся сложной, нудной, да, такой неинтересной темы, как финансовая независимость. Постараюсь это донести. На пальцах легко. Вот лично для меня в свое время это была самая интересная тема. Почему? Потому что я была бедной, несчастной, в буквальном смысле бедной, несчастной женщиной. Вроде бы очень много было знаний. У меня есть диплом MBA, финансист. Я училась в бизнес-школе у американских профессоров. Но это мало отразилось на моих личных доходах. Я была очень хорошим работником в инвестиционной компании. Там я делала большие обороты, большую прибыль. Прибыль я приносила компании. Но при этом моя собственная зарплата была очень небольшой, и семья вообще жила тяжело. Ну, как и большинство семей в 90-е годы, да? И я все время задавалась вопросом, а в чем же вот прикол, в чем секрет? Я так много знаю про финансы, я могу посчитать быстрее всех любую самую сложную финансовую задачку. Любой сложности финансовую задачу я могла посчитать быстрее всех. Тем не менее, это никак не отражалось, как я сказала, да, на моем кошельке. И мы будем разбираться прежде всего с этим.
И вы удивитесь, что дело не в знаниях и даже не в ваших доходах. Да, пока остановимся на этом слайде, я хочу во время эфира, как сказать, открыть вам, сделать вам, помочь открыть такие факты, что дело не в ваших доходах. Чтобы двигаться по пути к финансовой свободе, нужны абсолютно другие, ну, скажем так, вещи, да? Наверное, вы согласитесь с этим утверждением, что разбираться в собственных финансах так же важно, как знать о своем здоровье. Однако, давайте я вам задам сперва такой вопрос. Кто делает ежедневно какие действия для того, чтобы приближаться к финансовой свободе? Сперва определимся с терминологией. Что такое финансовая свобода? Вообще, нужна ли, вернее, возможно ли, реально ли она для меня? Вы думаете, наверное, да, скорее всего. Очень многие люди думают, что финансовая свобода – это для каких-то, ну, для крутых предпринимателей, или обязательно тех, кто вот на Силиконовой долине, кто искушенно пользуется там IT. Только в этом случае речь может идти о финансовой свободе. Я вам открываю секрет. Это вовсе не так. Проиллюстрирую. Представьте, что у каждого из вас есть некая белая тумбочка. Она может быть любого цвета, в которой 1 числа каждого месяца вы обнаруживаете сумму денег, которой достаточно для того, чтобы покрыть ваши ежемесячные расходы. Ну, то есть вы на работу не ходите, вы фрилансом не занимаетесь, и каждое 1 число вы обнаруживаете деньги, которые способны легко покрыть ваши расходы. Да? И там еще, допустим, раз в год съездить в отпуск, ну, как вы привыкли, под стиль вашей жизни. То есть именно это предполагается под финансовой свободой, а не то, что я там яхты, пароходы имею, да, летаю только бизнес-классом, ем с утра до вечера устрицы в дорогих ресторанах. Нет, исследователи именно говорят об обычных расходах. Вот. И поэтому хорошая новость заключается в том, что финансовой свободы достоин, и это доступно каждому человеку, кто этого действительно, реально желает, захочет и готов двигаться и делать системные регулярные действия, не поддаваясь своим страхам, сомнениям и недостатку там каких-то знаний, да, возможно. Вот, напишите прямо сейчас, пожалуйста, кто какие действия совершает ежедневно в сторону финансовой свободы. Аналогично от тому, как мы заботимся о своем здоровье. Угу. Ага, Пока давайте не немножко. думаю, Да, пока пишет, хорошо. мы пойдем дальше. Угу. Обязательно, да, пусть будет обратная связь, чтобы я понимала. Ага, лучше вернуться, дать буквально минуточку, чтобы, да, вот, чтобы люди написали. Это момент осознания. Давайте будем в плане практикума работать, да? Не просто теорию слушать, в которой тысячи файлов. Самое главное, вот, пусть будет моменты осознания. Что мы делаем для того, чтобы приблизить финансовую свободу для себя и своей семьи?
Но из-за того, что никто ничего не пишет, я делаю вывод, что никто ничего, никаких действий не совершает, да? Ну, Вот. И это отражает. я каждый день планирую, ну, перед каждым месяцем планирую, примерно планирую на 6 месяцев доход-расход, и плюс другие обороты, которые придут, да, и это каждый день я знаю, что завтра сколько у меня будет, и сколько у меня, я могу куда-то еще вложить, да, так как уже пришел такой период, когда кредиты закрылись, да, Очень когда хорошо, кредиты очень закрылись, хорошо. когда вот пассивный доход идет, потому что я тоже к этому шла не сразу. Все равно потребовалось там некоторое время, но с появлением того, что наши методики MasterKit, оно как бы быстро, чем 5 лет, там несколько, вот если взять больше, да, ну, например, 500 тысяч, да, я целых 3 года это закрывала и не закрывала. А когда вот появилась методика, я приобрела и начала работать, она как бы один код только потребовалось для того, чтобы закрыть этот кредит. Отлично, супер результат. В общем, к сожалению, никто ничего не пишет, и это отражает общую статистику. Да? У нас подавляющее большинство населения считает, что это вообще для них нереально. Какая такая финансовая свобода? Она разве для меня? Она про меня разве? И нежели богато, нечего и начинать, да? Типа такого. И в этом большое глубокое заблуждение, потому что это все реально и доступно, как я сказала, если человек настроен, нацелен и двигается вперед. Окей, следующий слайд. Давайте попробуем ответить на такой вопрос. Возможно ли зарабатывать легко 150 тысяч рублей каждый месяц? Ну, возьмем в условиях нашего города. Давайте шире рассмотрим ситуацию, не коронавирусную, потому что это все равно закончится, да, скоро. Вообще, в обычном режиме возможно ли легко зарабатывать 150 тысяч? Если не пишут, то невозможно, наверное. Ну, чуть-чуть дождемся, потому что обратная связь должна быть обязательно. Иначе, ну, пользы большой не будет. Если просто слушают, но без обратной связи, значит, глубоко ничего не западает. К сожалению, мы так устроены, да? Возможно. Так, ага, вот Аина пишет, возможно. А они у вас есть? Ага, Аина. Они есть? Привет, привет. Так, мы пишем, возможно или невозможно. Хотелось бы написать. Хотеть, как известно, мало, да? Так. Не постоянно. А вот чтобы постоянно. Ага. Тук-тук-тук. Так. Ага, люди только присоединяются некоторые, да, поэтому они пока никак не реагируют. Ну, давайте пойдемте дальше тогда. Хотелось бы постоянно, написала Инна. Ну, хотеть мы можем много чего, но на самом деле, если их у нас еще нет, то мы до этого не сильно этого хотели. Все, чего мы не сильно хотели, этого в нашей жизни пока нет. Надо сильно захотеть, да? Разница между успешными и неуспешными, да. Чтобы это все проявлялось в реальности, должна быть достаточная
степень мотивации, энтузиазма, да, должен гореть прямо огонь внутри по поводу этого, чего бы это ни касалось. В этом случае достаточно энергии, чтобы реально это воплотить, да? Вот, вот, ну, поскольку аудитория пока ничего не написала, я хочу перейти. Так, с одной зарплатой невозможно. Если доп. Доход, то возможно, пишет Вера. И я вам скажу потрясающую новость. Даже с одной зарплатой это возможно. И мы дальше увидим, что дело, как я говорила выше, вовсе даже не в доходах. Конечно, чем больше доходы, тем мы быстрее к этому придем, да? Но парадокс заключается в том, что не в доходах дело, а в наших убеждениях по поводу денег. Да? Насколько деньги это на самом деле опасно, не опасно, реально для меня, нереально. А может быть, счастье вовсе и не в деньгах, а может лучше друзей иметь побольше, чем деньги. А? Кому откликается такое? Вообще, если ты человека любишь за то, что он материально успешный, а может, это и не любовь, вам не откликается такое? А как насчет того, что большие деньги – это всегда большие проблемы? Кому откликается что-нибудь из того, что я говорю, ставьте, пожалуйста, плюсики. Ага, Мече можешь подкидывать тоже. Мы сейчас копаемся в мешающих установках, да? Они в нас живут, они свободно плавают в нашем сознании, подсознании. Они как привычка. Ага, они на самом деле рулят нашей жизнью. Они буквально как программы для компьютера. Да, вот если что-то откликается. Большие деньги – это же большой головняк, девочки. Это же вы покой потеряете. Это надо постоянно же за ними следить, их надо контролировать. А вдруг туда куда-то вложу, и они сгорят, или кто-то меня обманет, испарятся. А вдруг там дефолт, деноминация, девальвация, что еще там может быть? Ага. Вот прямо пишем плюсики, если это откликается. Да сейчас вообще вот очень опасно вкладывать куда-нибудь, да? Под матрасом хранить еще страшнее может быть. Вот, допустим, заработала большие деньги, и куда их? А вдруг кто узнает и будут за мной следить? В банк не отдашь, потому что страшно, а под матрасом еще страшнее, потому что вдруг узнают. Ну, то есть это большие проблемы. Кому откликаются такие наверняка убеждения? Да? Ну, я увидела достаточно плюсиков. Вот. А потом из 90-х, да, мы помним, ой, даже там, в общем, что-то было ужасное, невероятное. Спасибо за то, что вы откликаетесь. Благодарю вас. Смотрите, во многих семьях, где были репрессированные, раскулаченные, да, раскулачивали состоятельные семьи, до сих пор в их потомках могут храниться убеждения, что деньги – это вообще смерть, что деньги – это опасно для жизни. То есть, делая промежуточный вывод, я хочу вам сказать вот что. Если хоть что-то откликнулось, да, из того, что я выше проговорила, вам это прям телесно откликнулось, это значит, есть такая вредоносная программа по поводу больших денег. Это просто убеждение, но она прям работает и формирует
вашу денежную реальность. А как же по поводу того, что деньги – это свобода? Я вам скажу, без финансовой свободы нет реальной свободы. Истинная ценность денег, на мой взгляд, как финансисту, экономисту с более 30-летним стажем, да, реальная ценность денег – это вовсе не в каких-то шмотках, там в автомобилях. Ну что еще они приносят? Там не в бизнес-классе и так далее, да? Реальная ценность денег в том, что они дают реальную свободу. Как бы мы ни пытались, как бы мы себя не ощущали свободными, без денег мы свободны до обеда, пока не захочется хорошо поесть. Извините за грубость, да? Ну или до ужина. Все, на ужин, если вот надо экономить, то мы начинаем сразу думать, так, что же делать, так, куда пойти искать работу получше, где зарплата повыше, что еще делать, мы впадаем в вечный круг беспокойства. И на этом наша свобода, наш покой внутренний, он заканчивается. Точка. Мы с этим не будем разбираться. Так, по поводу блока негативных установок, которые мы до этого проговорили, да, есть прекраснейший метод, который позволяет в течение 20 минут, погружаясь в глубины подсознания, вылавливать эти установки. Это вредоносные программы, это вирусные программы, которые сидят в нашем компьютере, да, и буквально нами рулят, потому что человек это на самом деле, он реально как компьютер себя ведет, да, что в него вложено, в основном в детстве, что вложено, это им и управляет. Этим методом прекрасно владеет Мичие. У нее сейчас большая команда. Вообще пользователей этого метода на сегодняшний день более 2200 человек в нашей республике. Да? И в основном люди реально прорабатывают доходы. Поэтому если вылавливаете, если чувствуете, что там много чего намешано, потому что у нас еще тяжелое советское наследство, да? Там вот что счастье не в деньгах, счастье не в деньгах. Ну, как будто быть счастливым и богатым невозможно. Ну, как будто это взаимоисключающие вещи. На самом деле есть исследование американское, что именно состоятельные люди, они себя ощущают намного счастливее, спокойнее, умиротвореннее. Ну, это потому что так и есть. Для того, чтобы двигаться успешно по финансовой свободе, по пути к финансовой свободе, обязательно надо знать правила и законы, которыми они управляются, да? Как бы мы ни хотели игнорировать, фу-фу-фу, вот материальная сторона для меня, она скучна, я духовный человек. Ну, есть же у нас такие фу-фу-фу, вот, ну, которые Есть очень много. осуждать. Ага. Ой, хачигарях, тубытар, там вот у них только денежные. Ага. Опять же, как будто нельзя быть и духовным, и материально благополучным одновременно. Да? У нас черно-белое, у многих картина мира черно-белое, без всяких других спектров и сочетаний. На самом деле именно состоятельному человеку легче. Он без всякого грубого сценария. У нас уже полчаса. Идем быстро, быстро. Так. Сразу тогда давай пропустим. Так. Ну, это понятно для чего. Ага. Дальше. Вот смотрите, на этом остановимся, да? Если глубже копать, для чего нужны деньги, мы вообще на мастер-классе делаем медитацию, для чего, ну, глубокую такую работу делаем, да?
истинная ценность денег, как я сказала, это не для того, чтобы дорогущие машины покупать, там, шубы менять, Это не для роскоши. квартиры менять. Это хорошо, пускай это будет, мы не будем отрицать благополучие, но глубже мы хотим вот чего. Вот посмотрите на слайд. Кто-то хочет защищенности, да? Кто-то хочет вот независимости, уверенности, развития без границ. То есть не только там 1 час после изнурительной работы, а может быть целыми днями ну, развиваться, не тратя деньги на наемный труд. Да? Ощущение силы, ощущение ну, самого себя, желание быть самим собой, жить как ты хочешь. Может быть, ты хочешь писать книги, а должна работать бухгалтером. Почему? Потому что ипотеку надо платить. Может, ты хочешь писать картины, но не можешь себе позволить. Тебе надо сидеть, ну, допустим, инженером и так далее. Да? Улучшение мира. Ну, в общем, истинные ценности, которые дают деньги. Идем дальше. Угу. Тут еще такой момент. Мечье. Вернемся? Ага. Нет, вернемся. Ценности деньги. Ценности деньги. Вот, смотрите. Тут есть такой момент, очень тонкий, но очень важный. Пока мы все, пока мы не свяжем наше желание быть финансово свободным с нашими ценностями, да? Ну, для чего действительно мне нужны деньги? Почему я должна начать сберегать? Почему я должна начать откладывать, да? Экономить? Вот пока мы не поймем, для чего глубинно нам нужны эти деньги, у нас вопрос не сдвинется. Я знаю, есть некоторые женщины, которые живут не с тем человеком ради материальной составляющей. Я знаю таких женщин, которые ну, соглашаются на отношения, потому что это им финансово выгодно. Но при этом душа страдает, да, при этом душа-то будет страдать, да. Или что? Ну, массово люди работают не на той работе, как я выше говорила, хотя они мечтают вообще о фрилансерстве, а может быть вообще не работать. Вот сейчас есть очень модное движение, глобальное есть, модное. Пока не забыла, давайте я быстренько про него расскажу. FIRE, вот аббревиатура F-I-R-E, да? Financial Independence, Retire Early. Переводится финансовая независимость, ранний выход на пенсию. Там люди, миллениалы в основном, да, молодежь, они ставят себе цель до 40 лет выйти на пенсию. До 30, до 40 лет выйти на пенсию. То есть до 30 так хорошенько поработать, выложиться. Это время очень сильно контролировать расходы. Эти деньги обязательно инвестировать. Дальше мы посмотрим, зачем это нужно, да? Чтобы 30 лет, если повезет, если ты был такой осознанный, ты хорошо зарабатывал, ты понимал, для чего ты это делаешь, глубоко осознавал, для чего ты это делаешь. Если готов внутри. Да, если ты делал эти действия системно, регулярно, если ты это все в цифрах понимал, окей, это реально для тебя. В 30 лет выйти на пенсию. Есть такое глобальное движение, которое растет с каждым днем. Да? И что же потом эти люди собираются делать? Путешествовать. Просто ездить по миру. Им капает доход. Ну, допустим, они нормально на эти деньги живут.
Они особо себя ни в чем не ущемляют, но при этом у них может быть такой подход, что они, там большой дом, они не покупают, как правило, да. Вообще миллениалы, это, я, оказывается, миллениал по духу давно, я живу в небольшой квартире и так далее. Я езжу на скромной машине, зато, да, когда-то осознав так, важность этой темы, я начала это создавать, и я сейчас реально наслаждаюсь плодами финансовой свободы и делюсь как можно с большим количеством людей этой информацией. Я хочу вдохновлять каждого человека вот тем, что это реально доступно. Согласитесь, классное движение. Ставьте плюсики, если это вам откликнулось. Но смотрите, наши, вот, ну, может быть, оно скучновато, только путешествовать, да, оставшиеся 70 лет своей жизни. Поэтому пускай будет и то, и другое. Пусть у нас будет ранний выход на пенсию и, конечно, деятельность по душе, в соответствии с нашим предназначением, когда мы приносим благо, пользу миру, и мир нам отвечает, как обычно, чем? Чем мир отвечает? Если мы делаем классные услуги, производим классные товары, мир нам отвечает универсальным эквивалентом, это называется деньги. Если мы умеем делать что-то классно, мы никогда не останемся без денег, да? Но пусть у нас будет и курица с золотыми яйцами, и классная любимая работа тоже. Так, что мешает? У нас в этом разбираться времени нет, я понимаю. Идем дальше, чтобы посмотреть. Здесь останавливаемся. Ага, дальше я просто... Нет, вернись, пожалуйста. Вот вернись. Еще вернись назад. Назад. Вот здесь. Вот обратите внимание, да, на это изречение. Оно в меня запало однажды. Чтобы быть бедным, несчастным, больным, да, ничего ты не делай. Лежи ровненько или сиди ровненько. И будет, оно все само придет. Никаких усилий не надо. А мы-то хотим быть богатыми, счастливыми, здоровенькими, долго очень жить, да? И в этом случае мы должны что делать? Иметь план по всем направлениям, да? По здоровью, там, по отношениям, обязательно по финансовой свободе, потому что у подавляющего большинства населения этот вопрос именно западает. Вернее, люди думают, да я работаю так тяжело, я же работаю все время. Просто людям не хватает немножко знаний, но самых-самых-самых ключевых знаний. Этому нигде не учат, к сожалению, да? Нигде этому не учат. Этому не учат даже в финансовых бизнес-школах. Там учат немножко другому, но не тому, как с нуля стать финансово свободным. Как начать путь? Нигде этому не учат. Окей, идем дальше. Так, и в этом месте, найдем, пожалуйста, слайд, где вот про 3 человек. Про 3 человек. Вот. Ага, дальше. Да, вот смотрите, мы сейчас на этом примере будем понимать, постараемся понять простую формулу богатства. Что такое вообще богатство на пальцах? По-простому. Объясните, пожалуйста. Вот вы можете мне задать такой вопрос. На примере постараюсь вам проиллюстрировать. Возьмем 3 человек. Первый Николай, он достаточно хорошо зарабатывает, да, допустим, у него 100 тысяч, а расходов у него немножко больше. У него ипотека, большая квартира, большая машина, и у него отрицательный итог в конце месяца. Так живет 30% нашего населения, да, в стране. Второй Василий,
У него средняя зарплата, у него тоже ипотека и так далее, и он вот 0 в 0 закрывает месяц и говорит: уф, мне все хватило, уф, я молодец, вот я все посчитал правильно. Если кому откликается, Василий, ставьте плюсики и посмотрим дальше. Женщина, которая нашла эти книжки, они свободно стоят в книжном маркете на самом деле, да. Я вам скажу хотя бы одну, которую надо сперва прочитать. Она зарабатывает не очень много, ну, обычную зарплату, 40 тысяч у нас стоит, да. И при этом она знает, что дело не в доходах, а именно в контроле расходов. Она эту мысль уяснила. И ей получается откладывать 10 тысяч. Смотрите, я хочу сказать о том, что нам не надо всю жизнь минимизировать свою единственную прекрасную жизнь. Да? Речь не идет об этом. Я не про это говорю. Но эксперты данной темы говорят, что обязательно надо начать с контроля расходов хотя бы на 3 месяца, хотя бы на полгода, да? И вот этот излишек начать откладывать и смотреть, как это растет. Обязательно. Вот осознанность по контролю расходов нужна, да? Так, вот наша Мария, она еще стала, она не под матрас положила, она их стала инвестировать. Под 12 годовых. Это, в принципе, очень доступная, нормальная, надежная доходность. Да? И смотрите, какие цифры. Вообще сравниваем этих 3 людей и видим, у кого какое богатство-то в итоге. У Николая 0, ну, по нолям. Хорошо, если у него проблемы не начнутся, да, потому что те, кто вот по первому принципу живет, они на самом деле быстро приходят к проблемам. Василий без проблем как бы будет жить, но 0, 0, 0, 0 на 0 и нечего как бы умножать. А у Марии, смотрите, как все растет. Ага, я просто должна так приблизиться. Вот это простая формула богатства. Дальше. Получается, вообще богатство, да, ключ, да, следующий слайд, пожалуйста. Ключ к финансовой свободе состоит из 3 слов буквально. Сначала заплати себе. Что бы там ни было, сперва ты должен оставить себе. Ну, хорошо с 10% начать, да, можно и 15%. Чем больше, тем лучше. Если вы можете прям половину оставить, это шикарно. В этом случае вы по скоростной дорожке будете идти. То есть не стараться избавиться, все доходы покрыть. А без этого люди ходят по кругу. Без понимания этого принципа. Люди просто ходят всю жизнь по кругу. Да? Дальше. Богатство – это не количество заработанных денег, а то, сколько вы сберегаете и инвестируете. Почему так важно инвестировать? Да, ну, вот на этом остановимся, да, здесь остановимся. Почему так важно инвестировать? Есть идеи? Можете написать, если есть какие-то идеи. Самая основная причина, почему деньгам лучше не лежать под матрасом. Что с ней происходит? Инфляция. Да? Инфляция съедает. Постоянно ржавчина. Ржавчина или как моль. Стоимость этих денег постоянно изъедается. Да? Поэтому их... Но другая ошибка, что человек все свои деньги, он на них постоянно что-то покупает. Он все время обновляет машины,
Он все время обновляет квартиры и думает, что он этим образом, таким способом, он сохраняет деньги. Да? Это тоже заблуждение, потому что там это расходы, все время расходы, все время гонка, все время надо еще больше зарабатывать, еще больше беспокоиться, чтобы покрывать теперь вот эти ипотеки, допустим, да, на шикарную квартиру. Обязательно надо выращивать курицу, инвестировать эту курицу, кормить эту курицу под надежные активы, да, акцентирую внимание. Я вас не призываю завтра же бежать на фондовый рынок, который сейчас, конечно, очень-очень интересен, потому что очень хорошая просадка произошла на фоне пандемии. Но я вас умоляю, на рынок фондовый не надо бежать до 2 лет обучения и практики. Пока 2 года вы не потратите на изучение этого инструмента, вам не стоит самим пытаться там что-то делать. Пожалуйста, запомните мои слова. Уж лучше тогда пойти на банковский депозит. Но, правда, Сбер сейчас предлагает 4,5, да. Это, конечно, кое-как инфляцию только закрывает. То есть там реального прироста ваших денег, к сожалению, не будет. Дальше. Еще одно прекрасное определение Кийосаки. Это период времени, богатство, это период времени, в который человек может жить не работая. Ну, то есть это просто полная свобода. Он хочет, танцует с утра, хочет, книжки пишет, захотел, там, вообще лежит на берегу, захочет, он что-то и работает, ну, чисто по... Так, к первому шагу тогда мы возвращаемся. Первый шаг, а где-то он там у нас потерялся. Сейчас. У нас остался только 15 минут. Ага, ну мы успеем. Вот смотрите, шаг 1, и мы успеем сегодня пройти 3 шага. Они очень-очень простые, очень доступные для того, чтобы начать путь. Таблицу. Вот где 3 девушки. Ага, 3 девушки. Вот это надо успеть показать, а потом мы перейдем к шагам. Кроме Николая еще есть, да? Другая. Ага, еще есть большая, где 3 девушки. Маша, сейчас. Катя, Оля. Найдем. Опа. Ага, вот. А тут видно, не видно. Ну, если так припасть, Мещия, ты ну, у нас можешь? видно. Угу. Вас видно, да? Вот смотрите. И когда человек научится инвестировать, когда он преодолеет свои страхи, научится инвестировать, на него начинает работать чудо. Другого слова я не нахожу. Чудо фактора времени и сложных процентов. Это назвал Бодо Шефер, да? Ну, иначе чудом не назовешь. Смотрите, берем 3 девушек. Первая, она начала очень рано откладывать по 5 тысяч. Опять же, да, здесь по 10 тысяч. Ага, по 10 тысяч стала откладывать. И смотри, 5 лет она только это делала. Делала 5 лет. И к 50 годам, двигаем ниже таблицу, к 50 годам у нее получается сколько? 31 миллион 900 тысяч. Угу. Всего 5 лет она откладывала. Вторая девушка начала в 22 года и делала это непрерывно до 50, и у нее получилось 30 миллионов. Да? Она, тем не менее, она не догнала. Хотя период инвестирования у нее очень большой, но она не догнала. Третья девушка начала в 30, как бы неплохо, очень хорошо, но при этом у нее результат очень скромный, 11 миллионов. Это по ставке 12 годовых расчет сделан, да? То есть, смотрите, это парадокс. Чтобы получить наилучший результат, наименьшими деньгами, надо просто пораньше начать. Если вы пораньше начнете, вам нужно намного меньше денег, чтобы получить
потрясающий результат. И все, кто это сделает позже и будут пытаться вас догнать, они вас не смогут догнать, не смогут. Разве что, если они будут очень большими кусками, да? Вот в этом заключается чудо и парадокс фактора времени. Ну и вывод такой. Чем раньше вы начнете, по 5000, по 3000, да пускай хоть с 1000, если это для вас реально на сегодня, начать с 1000, то, пожалуйста. Если мы не инвестируем, если мы всего боимся, даже не понимая, чего именно, да, но на всякий случай всего боимся, тогда вот это колоссальный механизм, которым пользуется весь огромный мир, все цивилизованные страны, и не только цивилизованные, ну, развитые страны, да, весь этот механизм, вас там нету. Вы просто не включены в этот колоссальный, грандиозный механизм, потому что вы на всякий случай привыкли всего бояться. А чтобы не бояться, надо изучать, да? Надо просто брать информацию, анализировать, сравнивать. У нас же очень много богатых людей. Это не только бизнесмены. Это люди, которые просто инвесторы. Они просто давно это знают и тихонечко вот этим пользуются, да? И прекрасно. Вот половина мира так живет. Но у нас, россиян, я хочу сказать, очень много лишних страхов. На всякий случай, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, как будто даже у молодежи сейчас есть представление, что финансы – это обязательно… Вот что там у нас было модно? Maxi Life и еще Cashberry, да? Cashberry называлось. Они, если речь идет о финансах, молодежь говорит, это Cashberry, что ли? Господи, упаси Боже! Вот все сведено к тому, что это вот какие-то опасные какие-то пирамиды. Не хватает знаний элементарно. И поэтому я согласна с мыслью, что самое большое зло – это невежество. Это невежество. И это наши страхи. Это то, что нас просто выкидывает из изобилия, из благополучия. Да? Давайте сейчас вернемся к шагу номер 1. Угу. Пошли. Раз, два, три. Так, тут было… В общем, шаг номер 1. Тотально взять ответственность на себя. Да? Кроме вас никто не отвечает за ваше финансовое благополучие. К сожалению, даже муж, с которым у вас могут быть прекрасные отношения на данном периоде, да, он тоже, вы это сделаете лучше. Я вам открою тайну. Вы это сделаете для себя всегда лучше. Хорошо, если вот брак будет счастливый, прекрасный, муж ответственный, однолюбивый, я вас поздравлю, но это так бывает далеко не всегда. И поэтому взять ответственность надо только на себя. И любить мужа. Это тоже не взаимоисключает. Дальше. Тотальная ответственность на себя. Шаг 2. Да, большой риск в бездействии. Дальше идем. Сейчас найду. Шаг 2. Самый доступный. Если у вас сейчас доходов нет во время карантина, да, зато вы можете начать контролировать ваши расходы. И я говорила выше, это не на всю жизнь. Начните месяц с месяца контролировать. Продлите на 2-й месяц. Эти денежки начинайте, первые месяцы можете складывать в конвертик, на счет, а лучше всего на какой-то уже доходный актив, да? Надежный доходный актив. Непотраченный рубль – это все равно, что заработанный рубль. Не потратили, значит, все равно, что заработали. Это очень легко. И без этого финансовой свободы не бывает. Не бывает. Если мы любим жить по 1-му классу, покупать сразу все, что мы хотим, мы очень долго будем идти к финансовой свободе
и, возможно, мы не дойдем. Шаг третий, на сегодня последний, который мы обсуждаем, да, обязательно изучить инструменты надежного инвестирования. Для новичков это обязательно надежное инвестирование. Это не акции, это не какие-то там, не дай бог, какие-то вообще, какие-то эти, как их называются, типа биткоинов, да, не надо, пожалуйста. Пока только консервативные инструменты. Почему? Если не инвестируем, наши деньги съедаются инфляцией. И мимо нас проходит грандиозный механизм фактора времени и сложных процентов. Естественно, все время надо стремиться увеличивать доходы, и с этих доходов увеличивать что? Кусок, который вы сберегаете и инвестируете. То есть начинаете выращивать курицу, которая вам принесет золотые яйца. Чем чаще вы ее кормите, чем лучше вы эту курицу кормите, тем она быстрее будет расти, и яйца будут все крупнее и крупнее. Да? А эти яйца несут для вас истинную свободу во всех смыслах слова. Эти яйца несут вам свободу. Дальше. Так, что там у нас осталось? Да. В принципе, мы на этом можем завершать. Да, какие вопросы? очень много да, информации. Угу. Да. Женщины инвестируют лучше. Чтобы инвестировать, не нужно быть богатым. Достаточно начать с 1000 рублей, с 500 рублей. Но все время надо развиваться в этом вопросе, чтобы страх уходил, а уверенность приходила. Да? Все время замещать, вот как вопросы денег очень похожи с вопросами по здоровью. Если мы каждый день делаем что-то полезное для своего тела, для своего здоровья, да, мы его кормим, мы его, значит, тренируем, значит, оно у нас становится все время здоровее, здоровее. Точно так же с финансовым здоровьем. Если мы осознанно себя ведем в этом вопросе, то это здоровье улучшается с каждым днем. Приходит навык. Да. И все время надо это изучать, время уделять. По здоровью, допустим, мы же много читаем. Я, например, очень много читаю. Я уже как биохимик сейчас могу рассказывать некоторые вещи, да, потому что у меня сейчас такая мечта, вот такой остаться еще лет 70. Вот как я сейчас сижу перед вами, я хочу такой остаться еще лет 70, и поэтому я сейчас прямо митохондрии изучаю, да, биохимию, потому что у меня очень большой интерес к этому вопросу. И такой же интерес у вас, если проснется к финансовому здоровью, которое еще важнее. Представьте себе. Потому что одним своим телом вы свободы, может, добудете, а может быть и нет. А через финансовое здоровье вы гарантированно его добудете. Гарантированно. И никакие пандемии, никакие, не дай бог, разводы. Если даже болезнь, вы с ней очень легко справитесь. Если у вас есть подушка хорошенькая такая, да, курица вот с такими яйцами огромными, вам вообще любые проблемы будут легко решить. Поэтому я вас призываю, дорогие мои, включить тотальную осознанность, взять тотальную ответственность на себя по этому вопросу, отбросить все, добывать знания, и тогда будут уходить страхи. Страхи там, где у нас мало знаний и много разных установок, разных программ, да, которые вызывают эти страхи. И только на этом, а надо все это вот как прожектором брать, все это просвечивать, отсортировать, все время развиваться в этом вопросе. И тогда у вас
будет расти уверенность и сила. И, кстати, как руководитель Алмаз Кредит Сервиса, я вас приглашаю. До конца мая у нас идет шикарная возможность, сберегательная программа под 12 годовых. Да? Как раз таблица была рассчитана. Вот большая таблица, она была рассчитана под 12 годовых. Это очень надежная доходность. Ну, вы знаете, наверное, про АКС. Она работает уже 16-й год. Вот такие же обычные люди несут сбережения, а кредитуются предпринимательские проекты. Да? Вот такая схема работы у нас. Физические лица несут, а эти деньги в основном идут на развитие предпринимательства в нашем регионе. Призываю, вот приглашаю стать, да, приглашаем всех стать. Планеты счастья, Алмаз Кредит Сервис. И, кстати, ничья. А сейчас надо информацию про то, как вот эти страхи убирать инновационным способом. Мастер-кит называется. Как проще вот эти тараканчики свои выловить. То, что вызывает стресс, там, тревоги, беспочвенные, сейчас у нас осталось только 3 минуты. Я бы хотела вот сказать, посмотрите на Николая, Василия и подумайте быть Марией, да? Так как Мария, вот она по мне поближе. Ага, я по своему опыту скажу, что если мы убираем и конкретно, ответственно, систематично начинаем с собой работать, тогда мы вот Мария полностью, вот мы почти все Марии. Так, да? И мастер-кит такая методика IT, которая за краткое время трансформирует любые ваши страхи и так далее, потому что сейчас очень много вы все знаете, видите, как мы растем, не так годами, да, а стремительно. За неделю вот такое, вот, как бы по лестнице вверх поднимаемся, и давайте к нам, если хотите, присоединяйтесь. У нас осталось только 2 минуты. Кратко, очень кратко, Татьяна, в конце. Ага. Ну, так. Вот есть прекрасный метод мастер-кит, а еще плюс к этому, да, или вы можете просто начать с того, чтобы добывать знания. Да? Чем больше вы будете читать на эту тему, чем больше вы будете размышлять, общаться с успешными людьми, кто уже этот путь успешно прошел, то вам будет становиться все спокойнее, легче, увереннее вы будете себя чувствовать. Ну, я желаю вам бесконечного развития, бесконечного роста на этом пути, потому что изобилие, финансовое благополучие, вообще благополучие – это врожденное право каждого человека. И это реально и доступно для каждого. Первая книга, которую я рекомендую, автор Бодо Шефер «Путь к финансовой свободе» называется. Обязательно найдите ее. В интернете она есть, да? Прочитайте от корки до корки. Что говорит Шефер? Финансово свободным может стать любой человек с любым доходом практически за 7-10 лет. Было бы желание. Это вдохновляющая новость, согласитесь? И это право доступное.